Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Хаякум Аллах. Иншаллах, начнем урок. Видимо, не знает, что я вернулся. Брат Игорь тоже зашел. Иншаллах, начнем, братья, урок. И остальные подсоединятся, иншаллах. Наверное, увидят они в прямой эфир. Баракаллаху фикум. У нас обычно было 8 часов урок. Я вернулся с пути. Сделаем дуа, иншаллах, и начнем наш урок. Бисмилlah, альхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху вассалям. Аллахумма шрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлил уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана, иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наш урок в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы проходили книгу Муфсидатуль Кулуб. Муфсидатуль Кулуб — это имеется в виду недуги сердца. Недуги сердца бывают у людей. И, конечно, разных видов бывают эти недуги. Мы дошли уже до пренебрежения. Мы рассказываем теперь о пренебрежении. И теперь мы то, что рассказываем, пренебрежение, недуги сердца, одна из болезней. Теперь расскажем сегодня о лечении пренебрежения. Бороться с пренебрежением можно разными способами. Ниже приводятся некоторые из них. То есть, как мы говорили до этого, роскошество, тараф называется, пристрастие к роскоши. Не богатство, ислам не запрещает нам богатство мусульманам, альхамдулилля, Аллах не запрещает. Однако пристрастие, это нам запрещено. Пристрастие, это нам запрещено в исламе, но не богатство. В исламе, как говорится, да, приказано делать причины. В шариатском правиле говорится «Таркуль асбаби кадхум фит таухид». Оставление причин – это порицание единобожия. «Ва'тимаду аль-асбаби ширку билля». То есть аль-ишраку билля. Полагаться на причины – это ширк с Аллахом субхану ва та'аля. Поэтому нельзя нам полагаться на причины. Мы исполняем приказ Аллаха, когда мы делаем причины. А некоторые полагаются на свои причины. Нам не положено полагаться на причины, а нужно полагаться на Аллаха. Помощь, пропитание и тому подобное, другое приходит от Аллаха. Мы исполняем то, что нам Аллах сказал. Баракаллаху фикум. Сейчас мы объясняем пренебрежение. Мы говорили о пренебрежении в прошлой лекции. Сейчас лечение этой болезни пренебрежением. Бороться с пренебрежением можно разными способами. Ниже приводятся некоторые из них. Первое из них теперь, как бороться против пренебрежения. Когда многие люди сегодня не замечают, что когда они находятся в беспечности, гафляти, тафрите, когда они находятся в положении пренебрежения. Будь это упоминание Аллаха, тут он говорит, первое, чтобы спастись, чтобы вылечить себя от пренебрежения, нужно что делать? Поминание Аллаха, зикр делать. Коран это зикр, намаз это зикр. Зикр надо делать, в свое время молиться, в свое время читать Коран. Поминание Аллаха, оживление законов Аллаха на себе, вокруг себя, в своей семье. Поминание Аллаха, Всевышний Аллах сказал, поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и не громко по утрам и перед закатом, и не будь одним из небрежных невежд. Сура Преграды, 205 аяте, Аллах об этом нам сообщает. В переводе, конечно, я вам перевел. Поминание Аллаха, действенный способ какой теперь? Борьбы с пренебрежением и одна из главных причин избавления мусульман от него, от этого пренебрежения. Чем больше человек отдаляется от поминания Аллаха по мере увеличения своего небрежения, тем больше отдаляется он от Аллаха. И чем чаще человек поминает Аллаха, присмотрите, то есть внимательно,
Чем чаще человек поминает Аллаха, тем более живое у него сердце, и тем меньше его небрежений. То есть, смотрите, делаешь ты омовение, бисмилля, поминаешь Аллаха, когда ты делаешь омовение. На намаз, когда ты встаешь, поминаешь Аллаха. После намаза зикр делаешь, тасбих, поминаешь Аллаха. Кушаешь именем Аллаха, поминаешь Аллаха. С братьями встречаешься, поминаешь Аллаха. Расходишься с братьями, говоришь ассаламу алейкум при встрече. И также, когда расходимся, ассаламу алейкум. Поминание Аллаха. Когда мы любим ради Аллаха друг друга, поминание Аллаха. Когда мы порицаем друг друга, порицаемые, поминание Аллаха. Когда мы повелеваем одобряемым этим, тоже поминание Аллаха. И так становится здоровое общество, когда у нас есть самокритика. Когда нет у нас самокритики, мы не здоровое общество. Поэтому нужно мусульманам, верующим людям, чтобы была самокритика, чтобы мы порицали то, что нас приводит к неверию многобожию, то, что нас приводит к новшеству, то, что нас приводит к хараму запретному, преступлениям разных видов. Это тоже поминание Аллаха. Хорошо? Поминание Аллаха действительный способ борьбы с небрежением и одна из главных причин избавления мусульмана от него. А дьявол и приспешники дьявола, сатаны, они стараются отвлечь нас от поминания Аллаха. Когда правитель и подданные его поминанием Аллаха, когда живут, правители поминанием Аллаха, когда он живет. Когда он выдает приказ поминанием Аллаха. Когда покорные становятся подданные этому правителю, поминанием Аллаха, когда подданные. Потому что Аллах, его посланник, сказал: «Ати'у Аллаха ва ати'у Расулу ва улил амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, его посланнику и обладателю власти среди вас. Это поминание Аллаха. Почему? Потому что верующим Аллах говорит: подчиняйтесь кого? Тот, кто подчиняется Аллаху, его посланнику. И в подчинении Аллаху, его посланнику, подчиняйтесь ему. Поминание Аллаха. То есть наша жизнь верующих людей, вся она должна проходить через поминание Аллаха. Хорошо? Чем больше человек отдаляется от поминания Аллаха, по мере увеличения своего небрежения, тем больше отдаляется он от Аллаха. Тогда им не бывает помощи Аллаха, когда человек полностью системы жизни мусульманина. Что это? Коран и Сунна. Система жизни мусульманина. Когда они отдаляются, хотят они жить не по системе, то, что говорит наш Господь Бог, то, что Аллах создал нас, и лучше Он знает, какой программой должны жить люди. Аллах создал небеса и земли. Человек создает холодильник, то есть делает холодильник, компьютер и тому подобное. Он ложит туда инструкцию, как нужно, чтобы холодильник правильно работал, чтобы жил. Чтобы компьютер правильно работал, чтобы жил. И другие, как говорится, устройства разных видов технологий. У него есть свой паспорт специальный, чтобы он не разрушился, не испортился. Неужели этому созданию, всему этому, небесам и землям, людям и джиннам, разве Аллах не послал свое руководство, свою инструкцию жизни, чтобы жизнь процветала на этой земле, чтобы жизнь проходила на этой земле, чтобы жизнь развивалась на этой земле, чтобы жизнь развивалась единобожьим поминанием Аллаха, единобожьим поминанием Аллаха. Поэтому, когда человек становится беспечным, отклоняется, беспечным становится, или отворачивается, и арад, быть может, он делает неверие, отказывается от поминания Аллаха, быть может, и арад, когда он делает, отворачивается или отказывается он, чтобы жить по инструкции Аллаха Субхану ва Тааля в Коране и Сунне. Когда он отказывается таким образом, человек становится кем? Последним человеком он становится. То есть он отказывается от инструкции Создателя своего. А Создатель лучше знает, как нужно жить. Иначе их жизнь будет испорчена, как будет испорчен компьютер, как мы привели вам пример компьютера, холодильник и тому подобное, разных видов технологий. Старые люди понимают холодильник, но более современные понимают, скажем, компьютер и тому подобное. Когда человек не живет по этой инструкции, портится.
Также люди, общество, государство, народы портятся, когда они не живут по законам Аллаха, Господа миров, Творца всего этого сущего. Когда они отказываются от поминания Аллаха, жизнь разрушается, жизнь не идет, справедливость не действует. А права Аллаха в первую очередь нужно исполнять. А дальше права людей, права животных, права природы. Цивилизованный человек, он постоянно оберегает чего? Права Аллаха, связь с Аллахом, права людей, права окружающей среды. Это называется, становится таким образом цивилизацией. Историки ислама нам объясняют, на каких столпах, на каких основах основывалась вообще цивилизация. Связь с Аллахом. Связь с Аллахом, если у человека нет, тогда, конечно, он будет преступником, беспечным еще. Беспечный преступник. Поэтому они делают много преступлений. Дальше не будем много погружаться. Поэтому, баракаллаху фикум, поминание Аллаха должно быть сердцем, языком и органами тела в рядах народа должно быть, в рядах города, государства. Поминание Аллаха должно быть, как сказал Аллах его посланник. Второе теперь, не сочиняйте от себя, пожалуйста, разных видов поклонений, разных видов поминаний. Иначе не принимается, наоборот, будет наказание за это. Второе теперь, обращение к Аллаху с мольбами. Как мы избавимся от чего? Пренебрежения, лечение пренебрежения от гафлята. Обращение к Аллаху с мольбами, дуа. Следует обращаться к Аллаху с мольбами, прося у Него. Все пророки этого делали. Ни один пророк, алейхиссалату вассалам, не просил мертвых пророков, которые были до них. Они нам показали путь пророческий, что нужно просить у Аллаха, Господа миров, в трудных случаях и легких. Истиана и истигата. Просить в сложном случае истигата. Истиана просить в любом, как говорится, случае в легкости. Когда твое положение хорошее, проси только у Аллаха. Как Аллах в Коране сказал нам: «Ияка на'буду ва ияка настаин». Тебе мы только поклоняемся, у тебя только мы просим о помощи. Все, только просим о помощи у Аллаха. Также в трудностях, тем более, также прибегаем к защите к Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше. Дуа это мольба. Следует обращаться к Аллаху с мольбами, прося у Него помощи, предопределений. Небрежности это особенно эффективное средство, когда верующий использует специально предназначенные для этого случая мольбы. Специальные мольбы есть, дуа есть. Специально у пророка, саллаллаху саллям. И также дальше в Коране приводятся разные мольбы. Передаваемые достоверным путем от пророка, саллаллаху саллям. Анас Малик говорит, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху саллям, обращался к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, я прошу у Тебя». Никого помимо Аллаха не просит пророк, саллаллаху саллям. «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от слабости, лени, скупости, дряхлости, жестокости, небрежности, унижения и нужды. И я прошу у Тебя защиты от бедности, неверия, самое опасное, многобожие, лицемерие, хвастовства, совершение дел на показ людям». На показ людям, рия, показуху. Ибн Хиббан это приводит, также Хаким приводит, баракаллаху фикум. Итак, мы избавимся от пренебрежения, если будем прибегать к Аллаху. Представляете, люди такие есть среди так называемых мусульман, они себя относят к исламу, просят они мертвых, делают ширк они. Отсутствующих, которые не могут помочь, не могут ответить, их они просят. Призывают людей к ширку. Призывают к чему? Людей к ширку. Говорят, что это дозволено. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи Абу Дауда, и так другие приводят его: «Ман ла яс'алилля ягдаб алейх». Аллах Субхану ва Тааля, в хадисе посланник, саллаллаху алейхи, что нам говорит? Тогда, когда человек не просит Аллаха, Аллах гневается на него. И этот говорит какой-то так называемый имам или мулла, как его называют они. Но это не имам и не мулла может быть. Посланник Аллаха сказал, Аллах гневается на него, если помимо Аллаха другого человек просит.
Да. Теперь дальше. Добровольная ночная молитва. Третье теперь. Что тебе поможет избавиться от пренебрежения. Абдулла ибн Амр бин Ас, ради Аллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: кто выстаивал молитву, прочитал 10 аят, молитву, любой из молитв, тем более ночную молитву, 10 аятов, любой из молитв, если он читает, тот не будет записан в числе небрежных. Из гафилин он не будет, гафлати, который находится беспечный, небрежный, из них он не будет, если он читает 10 аятов. Тот, кто выставил молитву, прочитал 100 аятов, будет записан в числе смиренных, из канитин, из покорных Аллаху, смиренных Аллаху людей. А тот, кто выставил молитву, прочитал 1000 аятов, будет записан в числе тех, кто получает великую награду. Абу Дауд приводит этот хадис. Представляете, сколько мало людей сегодня выставляет таким образом. Четвертое теперь. Как спастись, как вылечиться от беспечности, от гафлята, небрежности, посещение могил. Посещение могил. Люди не задумываются о смерти. Беспечные становятся многие. Посещение могил помогает верующему человеку избавиться от беспечности и убирает завису с взору легкомысленных и небрежных. То есть зависть. Представляете, некоторые люди идут на могилы не поминать о смерти, а просить мертвых. Или брать баракат, или делать какие-то другие нововведения. Нет, ты можешь посещать зиярат, делать только поминание Аллаха. Для того, чтобы вернуться от небрежности, вылечить свое сердце от небрежности. И Анас бин Малик, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал нам, то есть, что сказал посланник, саллаллаху салям? Сначала запретил посещение могил, сначала. А потом сказал: поистине я запретил вам три вещи. Запретил 3 вещи. Однако наказ мой относительно них изменился, он сказал. То есть приказ посланника, саллаллаху салям, раньше он запретил, а теперь он что говорит? Теперь посещайте. Я запретил вам посещение могил, но потом мне стало понятно, что оно смягчает сердце. Человека возвращает куда? К Аллаху. Для покаяния. От беспечности человека пробуждает. Кафа биль маути ваида, сказал Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху. Также другие табиины сказали эти слова. Достаточно поминанием смерти. Поминание, чтобы сделать, достаточно смерти, чтобы напомнить об этом. Что это является якин, 100% убежденные люди, что они по-любому встретятся с Аллахом. Дальше что? Заставляет, что говорит? Но потом мне стало понятно, что оно смягчает сердце, заставляет глаз проливать слезу и напоминает о мире вечном. Так что посещайте их, сказал посланник, саллаллаху салям, в хадисе имама Ахмада. Шейх Абдул-Азим Баз сказал: советую тем, кто спрашивал его о беспечных и небрежных, брать их с собой. Берите с собой людей беспечных, небрежных, куда? На могилы, напомни им. Что случилось с богатыми? Что случилось с сильными, власть имущими? Что с ними случилось? Что они взяли с собой? Ихние дела, если праведные его дела, будет с ним в могиле, подобие человеку. Если плохие дела, несправедливость, тирания, зульм, как сегодня в Шаме, то есть было до сих пор и до сих пор продолжается некоторыми тиранами, мировыми тиранами. Что они делают? Женщин, детей, истребляют целую нацию. Где это видно? То есть плохие деяния становятся, зло его становится человеком в могиле, подобие человеку, его деяния. И он его будет мучить там также добавок, еще мучением остальным. Итак, брать их с собой при посещении могил и считал это взаимопомощью, благочестии и богобоязненности. Это помогает верующим и неверующим, помогает. Иноверцам помогает. 5 теперь. Размышление о сущности мира этого. Размышлять о мире этом. Итак, размышление о мире это помогает понять, что радости в этом мире непременно омрачаются.
чем-нибудь, и наслаждение его смешивается с горечью. Человек живет с умиротворением, покое и благополучие, и вдруг какая-нибудь беда обрушивается на него. Волна несчастья захлестывает его. Раньше было состояние нормально, хорошо жил, и вдруг какая-нибудь беда обрушивается на него. Волна несчастья захлестывает его, и он становится бедным после того, как был богатым, и униженным после того, как был могущественным. И однажды к нему приходит смерть, и он покидает этот мир. Это 100% все убеждены. Сам фараон тоже был убежден. И его бездыханное тело несет на погребальных носилках, то есть носилках, извиняюсь. Засыпает землей потом. После этих носилок засыпает землей. И оставляет наедине с ожидающей его участью. Что будет в могиле с этим человеком? Мы до этого говорили о хадисе путешествии души в загробную жизнь. Проповеди. Вернитесь, послушайте. Хадис Бара бин Азиба, длинный хадис, целую проповедь сделали по этому хадису. Главный недостаток этого мира – тленность, изменчивость. Главный недостаток этого мира – тленность и изменчивость. Быстро меняется этот мир. Утром ты бываешь счастливым, вечером можешь быть несчастным. Утром верующим, может быть вечером неверующим. Меняется постоянно этот мир и положение в этом мире. И его непостоянство – доказательство того, что однажды он уйдет и исчезнет с этого мира. В этом мире здравие чередуется с болезнью, его существование однажды сменится его отсутствием. Да. Юные в этом мире делаются дряхлыми, радость сменяется горестями, процветание сменяется запустением, а на смену согласия приходит чего? Раскол. После того, как были они в единстве джамаате, в единстве были ахлю сунна валь джамаа, стали в расколе фуркати стали за своих страстей, за свое пренебрежение исполнения приказа Аллаха. Раскол сделали, не слушались руководства. Быть может, не по страстям было руководство его. Руководство, как с присяги сказано. Присяги что сказано, когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, делались подвижники присягу? Убаюака, я присягаю тебе, в легкости, трудности буду подчиняться. Люблю я этого или не люблю, я буду подчиняться. Пока имеется в виду присяги, не будет ослушания Аллаха. Если непосредственно какой-то вопрос ослушания, в этом вопросе не слушаешься. А так ты должен, как говорится, совмещать приказ Аллаха, покорности. Ати Аллаху, ати Расулу, улил амри минкум. Подчиняйтесь Аллаху посланнику, обладателю власти среди вас, пока он подчиняется Аллаху посланнику в вопросах подчинения Аллаху и посланнику. Дальше. И он тут говорит. Процветание сменяется запустением, а на смену согласия приходит раскол. Это то, что происходит среди мусульман. Хинди бинт ан-Ну'ман сказала: «Я помню, мы были самыми могущественными из людей и обладали самой великой властью. А потом не успело солнце зайти, как я увидела нас самыми ничтожными из людей». Один человек попросил ее рассказать об этом. И она сказала: «Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что не осталось среди арабов никого, кто не желал бы приближения к нам. А уже вечером, утром так было, вечером не осталось среди арабов никого, кто не пожелал бы нас». Представляете? Зад аль-Ма'ади приводится. Посмотрите, каким было положение этих людей утром и каким они стали вечером. Пока есть возможность, делайте фи сабилилля. Поистине это наказание, назидание. Поистине чего это? Назидание. Как Суратуль Калами, обладатели сада рассказывают рассказ. Они были богатые возможностями. Отец их не делал садака. Делил имущество на 3 частей, он делил. Одну часть лилля, другую часть для вложения, развития своего сада, 3-ю часть для бедняков. Но 3 брата не были справедливы с бедняками, малоимущими, слабыми. Не были они, как говорится, да, справедливы.
Пожадничали они. Баракалуфикум. Там рассказывается сура Аль-Калями. Итак, письменная трость называется сура в Коране. Аббад рассказывает теперь. Посмотрите, как было положение этих людей утром и как оно стало вечером. У них то же самое стало. Хорошо, обитателей сада. То же самое стало. Утром они проснулись. Все было уже сожжено. Аллах Субхану ва Тааля наказал их из-за жадности. Поистине это назидание найдется ли усваивающее назидание. Аббад, мать Джафара из династии Бармакидов, вышла в день праздника. Аббада, хорошо, женщина, вышла в день праздника жертвоприношения попросить у людей, это женщина, овечью шкуру, чтобы накинуть, чтобы можно было согреться от холода. И они спросили ее о роскоши, в которой она жила раньше, и она сказала: утром день, подобный сегодняшнему, у головы моей стояли 400 служанок стояли. И я еще говорила: мой сын Джафар не оказывает мне должное почтение. Бедая в книге приводится. Таким было ее положение в один из праздников. А следующий праздник она просила у людей овечью шкуру, чтобы согреться. Положение изменилось. Один праведный человек рассказывал: однажды утром я проходил мимо одного из домов Куфы. И я слышал, как девушка напевает там внутри дома. «О, дом, в тебя не вернется печаль», она говорила, эта девушка пела такие стихи. «И хозяина твоего не заберет из мира этого время». Представляете? «И хозяина твоего не заберет из мира этого время». Такие песни пела она. Что она натворила? После этого мне случилось снова проходить мимо этого дома, и я понял по состоянию дома, что случилось какое-то несчастье. Я спросил, что у них произошло. Люди сказали: их господин умер. Умер хозяин дома. Я подошел к воротам дома и постучался, после чего сказал: я слышал, как из этого дома доносился голос девушки, напевающей. Будьте осторожны, певцы. Будьте осторожны, поэты. Не говорите харамные слова. То, что разгневает Аллах, о том в тебе не вернется печаль. Субханаллах, как будто в их руках сердца, положений. И хозяин твоего не заберет из мира этого время, говорила она. Из дома послышался плач женщины, которая сказала: о раб Аллаха, поистине Всевышний Аллах меняет, а его изменить невозможно. И смерть удел каждого творения. И клянусь Аллахом, я вернулся от них плача. И'тибар называется книга. Для размышлений, для понимания. Чтобы мы брали пример от прошлых. Чтобы мы и'тибар размышляли над этими уроками. Ан-Ну'бан ибн Башир рассказывает, да будет доволен им Аллах. И его отцом рассказывал Абу Бакр: отправил меня в числе 10 арабов в Йемен. И в один из дней нашего пути мы проезжали мимо одного селения. Его цветущий вид понравился нам. И кто-то из наших товарищей сказал: хорошо бы нам заехать туда. И мы заехали туда. Это было красивейшее из селений, которое мне доводилось видеть. Там стоял белый дворец, во дворе которого собрались старые и молодые. И там была девушка, которая приговаривала, ударяя в бубен, дуф. «О, завистники!» — говорила она. «От зависти умрите. Вот так мы будем жить всегда, всегда», — она говорила. Всегда, всегда, абадан, принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Там был источник в этом саду, и простирались луга, на которых паслось множество овец, верблюдов и коров, лошадей и жеребят, и стояли круглые дома. Это что делает? Это невежество делает, братья и сестры. Я сказал товарищам: хорошо бы нам отдохнуть здесь немного и посмотреть на всю эту красоту, насладиться ею. И пока мы снимали поклажу с верблюдов, со стороны дворца к нам подошли люди, которые несли на плечах ковры. Они постелили
нам, а потом принесли нам прекрасную еду и разнообразные напитки. И мы отдохнули немного, дав отдых и нашим верблюдам, после чего поднялись, чтобы продолжить путь. Люди снова подошли и сказали: старейшина этого селения передает вам свое приветствие и говорит: простите меня, если что-то было не так, ибо я занят сейчас свадьбой. И мы обратились к Аллаху с мольбой за них, а они собрали оставшуюся еду, завернули ее в скатерть и отдали нам. Я завершил это путешествие, после чего вернулся. Спустя некоторое время Муавия был уже. Спустя некоторое время Муавия отправил, не Абу Бакр, радийаллаху анху, а Муавия отправил меня в составе делегации в числе других 10 арабов. Передатчик рассказывает нам, среди которых не было никого из тех, кто сопровождал меня в первой поездке. И когда я в пути рассказывал им о том селении и его жителях, один из них спросил: разве это не та же самая дорога? Разве не к этому селению мы выехали сейчас? Там были только песчаные равнины и холмы. Смотрите, что губит: ослушание Аллаха, высокомерие. А там были только песчаные равнины и холмы. От дворцов остались одни развалины с неясными очертаниями, и в источнике не было ни капли воды. А от луга... Сейчас зависло в Телеграме. Инстаграма работает. Открыл я. А там были только песчаные равнины и холмы. От дворцов остались одни развалины с неясными очертаниями. Источника не было ни капли воды, а луга и вовсе ничего не осталось из лугов. И пока опять остановилась Телеграм. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Телеграм глючит, извиняюсь. Продолжаем. И пока мы стояли там в изумлении, мы увидели чью-то фигуру близ развалин Белого дворца. Я послал мальчика-слугу, сказав: сходи туда, чтобы мы узнали обо всем от того человека. И он ушел и вернулся напуганным. Этот человек ушел напуганным, то есть ушел туда, вернулся напуганным. Я спросил его: ну что? Он ответил: я подошел к тому человеку, и это оказалась слепая старуха. Она напугала меня. Я подошел к ней и спросил: что случилось с твоим отцом и твоими соплеменниками? Она ответила: умерли, а я вот пережила их всех. Все умерли, кроме нее. Тогда я спросил: помнишь ли ты то время, когда у вас здесь была свадьба, и девушка ударяла в бубен, приговаривала девушка: о завистники, от зависти умрите, вот так мы будем жить всегда, всегда, говорила эта девушка. И она вздохнула и скликнула, и сказала: клянусь Аллахом, я помню тот год, тот месяц, тот день и ту свадьбу. Я извиняюсь, опять выбилась телеграмма. И она, девушка, вздохнула и скликнула и сказала: клянусь Аллахом, я помню тот год, тот месяц, тот день и ту свадьбу. Невестой была моя сестра, а я та девушка с бубеном, она сказала. И она разговаривала с нами, пока не склонилась, а потом тихо захрипела и умерла. И Атибар в книге это приводится. Любовь к миру этому наполняет ад его обителями. Любовь к этому миру, любовь к миру этому наполняет ад его обителями. Эта девушка виновна. И те, кто присутствовали там, стали жертвами этой девушки, этих слов, которые она говорила, и слушали они во время свадьбы. И так дальше.
А равнодушный к мирским благам наполняет рай. А равнодушный к мирским благам наполняет рай его обителями. Мир этот вино шайтана, дьявола, и тот, кто опьянел от него, мир этот вино шайтана, и тот, кто опьянел от него, протрезвит, лишь оказавшись среди умерших. Горько сожалею вместе с потерпевшим убыток. Каждый из нас гость в этом мире, и имущество его взятое на прокат. А гость однажды уходит, и взятое на прокат однажды придется вернуть. Любовь к миру этому начало всех грехов, потому что любовь к нему предполагает превознесение его, а у Аллаха он ничтожен, и Аллах проклял его и возненавидел. Абу Хурайра ради Аллаху анху передает, что я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине мир этот проклят, он сказал, и проклято то, что в нем, кроме поминания Аллаха и того, что угодно ему, и также ученого и обучающегося, как вы сегодня обучаетесь, слушайте. И любовь к миру этому наносит человеку вред в мире вечном. Опять. И любовь к миру этому наносит человеку вред в мире вечном. Этот мир и мир вечный противоположности. Если ты уклоняешься к одному, то другой недоволен. И иначе не может быть. Любовь к миру этому мешает рабу Аллаха делать то, что приносит ему пользу в мире вечном. Поэтому к признакам величайшей беспечности относится растрачивание человека своих сил ради приобретения мирских благ и строит то, чему суждено быть разрушенным, зная, что все это все равно исчезнет. Юнус ибн Абдуль-Я'ля, то есть Абдуль-А'ля говорит, сказал он, описывая мир этот, это подобный человека, который увидел во сне нечто приятное, подобный сна, который увидел во сне нечто приятное и нечто неприятное, а потом вдруг проснулся. Уддату сабирин, в книге приводится. Под пробуждение подразумевается смерть. Пусть же раб Аллаха остерегается мира этого, который обольщает и обманывает веселье. Веселье в нем смешано с печалью, чистота с грязью. И если бы даже Создатель не повидал нам о нем и не привел нам примеры, то мир этот пробудил бы спящего, вывел бы беспечного из его состояния. Так что же еще сказать, если он разъяснил нам, что мир этот не состоит у него, то есть этот мир не стоит у Аллаха, у него и комаринного крыла. Заново скажу. Если этот разъяснил нам, что мир этот не стоит у него и комаринного крыла, неужели обольщенный считает, что мир это никогда не исчезнет? Поэтому нам нужно задуматься, беречь себя и вкладывать в свой ахир постоянно. Вкладывать в ахир, баракаллаху фикум. Также нужно жить в этом мире. Беря из этого мира то, что нужно человеку. Однако не быть беспечным, баракаллаху фикум. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Остальное, 6-е, будем продолжать на следующем уроке. Баракаллаху фикум.